Здравствуйте! В эфире телеканала программа «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Национальная библиотека – одна из крупнейших библиотек на северо-востоке Российской Федерации. Она является научно-исследовательским учреждением в области библиотековедения, библиографедения и истории книги, центром библиотек республики всех систем и ведомств. Неудивительно, что именно здесь возникла идея оцифровки культурного наследия. О создании Центра цифровизации мы поговорим сегодня с гостем студии Василием Борисовым, первым заместителем директора Национальной библиотеки Якутии. Василий Борисович, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, как и когда возникла идея создания Центра цифровизации? Ну, в целом, именно оцифровкой, цифровизацией библиотека занимается давно, где-то с 2000-х годов, наверное. Но стал вопрос о том, что надо оцифровывать не только печатные издания, не только плоские носители информации, но и трехмерный объект. Просто по той простой причине, что культура, она тоже такая, сложный момент такой, который выражается не только в произведениях печати, но и в трехмерных объектах. Это может быть утварь, музыкальные инструменты, язык, допустим, И стал вопрос, когда начались мероприятия по столетию ЕССР, в 2021 году нам выделили финансирование, и при поддержке Министерства культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия было решено начать такой проект. Наверное, помимо Министерства культуры и духовного развития у библиотеки есть еще партнеры? Да, партнеров, министерство — это наш учредитель, это ветка власти, исполнительной власти Республики Саха-Якутия. Кроме этого министерства, если говорить про поддержку, то мы должны упомянуть и Министерство внешних связей, и правительство Республики Саха-Якутия, которые поверили в идею и выделили финансирование. Наши партнеры. Партнеров огромное количество, Допустим, стоит задача такая, что этот центр должен оказывать содействие в оцифровке объектов, всех учреждений культуры вообще. Это такое масштабное явление, которое постепенно в цифру должно переводить все проявления культуры народов Якутии, какими бы они ни были. Но помимо книг и газет, Центр же занимается еще и цифровкой архивных и музейных фондов. Да, если мы будем говорить именно про музей, если начать про музей, то это Центр национальной культуры Семях. У них много объектов, которые мы должны оцифровать. Национальный художественный музей, их объекты тоже мы должны оцифровать. Есть еще такое учреждение, Республиканский дом народного творчества. И у них есть реестр нематериального культурного наследия, объектов, то есть перечень. Есть исчерпывающий перечень, и исходя из этого перечня мы должны оцифровывать. То есть это тоже наши партнеры. Также мы можем говорить, что наши партнеры и общественные организации, и энтузиасты, которые занимаются 3D-моделированием и оцифровкой. Мы с ними вместе со всеми работаем в этом направлении. Но работа-то непростая. Расскажите, пожалуйста, о техническом оснащении, о специалистах, которые там трудятся. Тут, в общем, надо мысль донести, что Центр цифровизации — это не только лаборатория. Это, то есть, не только именно производство контента, это не только речь про оцифровку. Это первый этап, Мы объект оцифровали, какой бы он ни был. Далее мы должны к нему сделать описание, то есть закаталогизировать его должны. Приведу пример, допустим, вес объекта, его размер, кто был мастером, какая вообще история у этого объекта, прикрепить туда литературу на нашем сайте, чтобы наш пользователь тоже этим заинтересовался и дальше пошел. Кроме этого, у нас должны быть программисты, которые с этим контентом работают, то есть его упаковывают. Это могут быть различные сервисы, сайты, порталы, в таком роде. Кроме этого, мы должны еще этим контентом управлять. То есть мы должны собирать сегменты, тематические коллекции, продвигать этот контент. Поэтому Центр цифровизации — это большая структура, в которой работает большое количество народу. И там речь не только про оцифровку. Оцифровка — это один из этапов. Поэтому этот центр, он такой многопрофильный, который охватывает весь процесс создания этого контента, работы с ним, вплоть до предоставления доступа к пользователю. Когда люди заходят на сайт, работают с этим контентом, весь этот цикл и есть Центр цифровизации. То есть там не только про оцифровку. Я могу сравнить Центр цифровизации, очевидно, с многогранным бриллиантом, учитывая, сколько всего он в себя вмещает. Скажите, Василий Борисович, как вы думаете, вызывает ли интерес у молодежи региона такой центр? Вызывает.
Может, я даже так скажу, вот среди учреждений культуры, вообще их огромное количество, самым посещаемым учреждением, вот именно не только когда ногами приходят, да, а именно вот посещение информационных ресурсов, сайтов и прочих, там библиотеки на первом месте. Так, и часть национальной библиотеки, которая занимает тот объем в этих цифрах, он очень большой. Почему так происходит? Ну, потому что у нас есть контент. Да, и без контента никакой такой истории она быть не может. Бывают сервисы, которые без контента, там, допустим, сервисы заказа авто, доставки еды и прочее, но когда мы говорим именно про культуру, там должен быть контент, который интересен. Вот тогда туда много заходит. Интересно это молодежи? Однозначно интересно. Это сейчас какой-то наблюдается серьезный бум в этом направлении. Почему я так говорю? Вот у нас есть проект, который называется «Древо предков», про генеалогию, про дерево, так сказать, своих предков, да, строится, ну, там специальная технология, вот, и интерес у молодежи очень большой. Когда проходят конференции, какие-то семинары, народу приходит очень много, которые интересуются именно этим вопросом. То, что касается своей истории, своей культуры, да, а Центр цифровизации — это именно про это и есть. Мгм. Что ж, скажите, а какие учреждения культуры, возможно, музеи хотят уже сотрудничать с Центром цифровизации и изъявили желание предоставить информацию из своих фондов? Ага. Кстати, про архив-то мы не упомянули. В предыдущем вопросе у вас был архив. Национальный архив Республики Саха-Якутия, наш давний партнер. И по оцифровке там архивных документов мы тоже надеемся с ними работать. Музеи, у которых есть экспонаты, которые заинтересованы, их тоже достаточно много. И вообще сейчас политика Министерства культуры такой, что мы должны оцифровывать большой объем, достаточно большой объем. Вот всего, что выражает культура, есть в других учреждениях. И это если говорить про государственные учреждения культуры. А есть еще муниципальные учреждения культуры, да, которые по муниципальным районам, по муниципальным образованиям. Вот их контент мы тоже должны объединить вот нашу цифровую среду, которая будет. Поэтому заинтересованы в этом все. Это вот такая вот линия Министерства культуры, да, а мы как исполнители, ну, потому что центр у нас опыта, ну, в этом деле достаточно много, должны вот все это реализовывать. Но здесь есть какая-то плановость, например, к определенному числу, к завершению одного из кварталов года должно быть уже оцифровано и предоставлено сколько-то гигабайт, терабайт готовых данных? Ага, но план на год. Вот центр открылся он в декабре 2022 года, допустим, да. Если мы будем вообще говорить в целом про год, то библиотека оцифровывает, 600 тысяч страниц в год, 700 тысяч страниц в год. Такие планы есть. А если мы будем говорить, что, утрируя, да, когда мы закончим оцифровку всего культурного наследия, это вопрос сложный, потому что культура, она выражается, вот, она везде, да, и говорить, что к какому-то периоду должна вся эта оцифровка закончиться, это сложно. А если мы будем говорить про тот реестр, про который мы говорили, да, там сроки можно ставить. Если говорить про трехмерные объекты, от чего зависит планирование, то у нас 3D-сканера, которые могут оцифровывать трехмерные объекты. 2 таких достаточно больших, которые мощно, быстро работают, профессиональное оборудование. А есть у нас сканер, который его можно взять и оцифровать так объекты вручную, скажем так, без приспособлений, которые крутят оцифрованный объект или какие-то еще. Поэтому говорить о планах, когда все это закончится, сейчас, по крайней мере, сегодня я не могу ответить на этот вопрос. Тогда давайте поговорим о планах, в каком направлении дальше пойдут развитие идей. Угу. Мысль какая здесь должна быть, да? Во-первых, это с помощью этого центра мы предоставляем доступ к культурному наследию. То есть любой человек, у которого есть интернет, может зайти на сайты проектов Национальной библиотеки и посмотреть, приобщиться, да? Вот такая вот культура у народов Якутии, оказывается. Такая у них посуда, вот так вот звучат музыкальные инструменты и прочее, прочее. Второй момент касается обеспечения сохранности. Допустим, через 100 лет, 500, 1000, 15 тысяч лет оцифровка позволяет сохранять вот в таком виде, в котором мы его оцифровали, практически неограниченное количество времени. Вот второй момент. А какие еще проекты в будущем будут, это зависит только от идей, которые должны быть. Потому что костяк — это всегда контент. Да? Вот мы его делаем, производим, много-много оцифровываем. А как его использовать, в каких проектах, в будущем здесь могут быть вообще идеи невероятные. Мы готовим фундамент для этого.
Да? И есть и проекты, которые мы сейчас ведем, а в будущем какими они будут, это может просто повлиять на воображение, да, каким образом все это можно использовать, когда технологии еще больше, быстрее будут развиваться и все станет еще мощнее. Пожалуй, я с вами соглашусь о том, что загадывать еще рано, что случится через пару сотен лет, но, по крайней мере, сейчас наблюдается тенденция именно века новых технологий. Именно в цифровом пространстве происходит очень много всего, что раньше казалось нам непривычным. Как меняется сейчас интерес к электронной библиотеке? Растет ли спрос? Мгм. Давайте попробуем ответить таким образом. Есть такое понятие книговыдачи. Это значит, сколько раз наши пользователи заходили на наш сайт и открывали контент. Книги, трехмерные объекты там и прочее. А за прошлый год, больше 900 тысяч, близко к миллиону раз вот это вот происходило, да. Поэтому можно сказать, что интерес он однозначно есть, потому что именно электронная библиотека, она снимает некоторые вот моменты, что надо прийти ногами в какое-то учреждение, да, оттуда взять книгу, допустим, какую-то библиотеку. Можно все это делать из дома. Это было бы классно, если бы не моменты, которые были бы связаны с авторским правом, да. Я не говорю, что это авторское право плохое, оно так и должно работать. Но если говорить про библиотеки, то применительно к доступу к контенту, да, это ограничивает, допустим, наших потенциальных читателей. Допустим, пример, допустим, я написал какую-то очень популярную книгу. Очень популярная, все ее хотят прочитать. Я как автор, у меня есть определенный интерес. Я хочу на этом, это результат моего интеллектуального труда, я хочу на этом заработать. Издательство, которое выпускает эту книгу, тоже вложилось в это дело. Это тоже история про коммерцию. Библиотеки, как в законе это прописано, должны свои книги предоставлять бесплатно. И тут возникает вопрос, который достаточно острый. Да? Мы не можем оцифровать все популярные книги, того же Гарри Поттера, допустим, или еще какие-то книги, и выкладывать в свою электронную библиотеку. Просто потому, что закон так работает. И чтобы молодые люди наши проявляли интерес к оцифрованным изданиям, читали электронные книги, мы заключаем договора с другими платными электронными библиотеками. Как Литрес, допустим. Они читают, за них платит библиотека. Примерно так это работает. Что ж, я благодарю вас, Василий Борисович, за интересную беседу. Большое спасибо, что нашли время для нас и стали гостем нашей студии. Спасибо. А я напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». Берегите себя и до встречи в эфире.